Конкурс кадрового резерва команды Абхазии направлен на выявление талантливых управленцев в различных отраслях госуправления. Он позволит изменить подходы формирования управленческого состава государственных органов не по признакам принадлежности к той или иной политической силы, а исключительно личностных качеств и характеристик. Инициатива конкурса команды Абхазии принадлежит избранному президенту Бадри Гунба. Управление, которое позволит нам найти людей, которые смогут реализовывать свои профессиональные возможности в рамках нашего государства. Команда Абхазии должна стать платформой для создания кадрового резерва, государственного кадрового резерва, и мы всецело направим свои усилия на решение этих главных задач. Наша главная цель – это найти талантливых, инициативных и преданных делу людей. С этим мы обязательно, я уверен, что справимся и сформируем команду, я бы назвал коалицию профессионалов, которые будут призваны решать те основные задачи, которые сегодня стоят перед нашим государством. Конкурс команды Абхазии оказался очень востребованным среди жителей Абхазии. В настоящее время подано 2804 заявки. Отрасли деятельности конкурсантов в сфере образования, молодежной политики, государственного муниципального управления, экономики, предпринимательства, спорта, туризма и так далее. Организатором конкурса стал Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту. Наш вообще проект имеет очень такое важное словосочетание, связанное с нами со всеми, конкурс без проигравших. Это действительно так. Каждый участник, который прошел тестирование, будет иметь возможность иметь обратную связь с лучшими экспертами. Они будут понимать свои плюсы, будут видеть свои сильные стороны, но при этом, если будут минусы, то для корректировки данного направления они будут получать образовательную программу, чтобы они в будущем стали действительно хорошими управленцами. В основу модели конкурсного отбора легли российский опыт и лучшие практики президентской платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса управленцев «Лидеры России». Всего предусмотрено несколько этапов конкурсных соревнований. Первый модуль дистанционного этапа предусматривает заполнение биографической анкеты, тестирование на анализ системного мышления и написание эссе. На втором конкурсантам предстоит пройти онлайн-тестирование на оценку управленческого потенциала. Участники, показавшие лучшие результаты, будут приглашены на очные мероприятия. Возраст участников от 18 до 55 лет с наличием не менее чем двухлетнего управленческого опыта. Уважаемые члены Напсовета, уважаемые эксперты будут отбирать 100 финалистов, тех ребят, которые придут на очный этап этого конкурса. Будет для них специальная программа. Это будет действительно большая программа переподготовки. Она будет состоять из целого набора модулей от 5 до 6. Это будут и профильные стажировки, это будут и региональные стажировки, это будут и стажировки в органах федеральной исполнительной власти. Но самое важное, что будет по результатам всей этой деятельности, каждый из этих участников получит себе наставника. Наставника как с абхазской стороны и наставника со стороны Российской Федерации. И это будет очень важный момент по поводу того, что каждый наставник будет помогать расти управленцам абхазским, помогать им становиться лучше и работать качественнее и как можно более продуктивнее. В наблюдательный совет конкурса вошли ведущие эксперты из разных отраслей – науки, культуры, образования, экономики. Среди них ректор Абхазского госуниверситета Олег Угварамия, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Есть темы для того, чтобы мы все старшие продумали, чтобы у нас в госуправлении были не по знакомству там и родству, а были настоящие профессионалы. Уверяю вас, есть такие ребята, и немало. Я никак не хочу говорить о тех, которые учатся, скажем, в Москве, приезжают в последний класс сюда. Для чего? Чтобы получить квоту отсюда уехать и там же и остаться. Дорогие мои, вот эти вот штучки нам надо прекращать. Надо прекращать. В целом у нас талантливая молодежь, очень хорошая молодежь. Я многими из них могу гордиться. Вот поэтому надо будет все-таки больше доверять нам молодежи и ей помогать становиться на ноги. Практика показывает, что талантливые ученые
переходя на управленческие должности, сталкиваются с трудностями, естественно. Это связано с тем, что управление требует иных навыков, стратегического мышления, работы с людьми и так далее, и так далее. Конкурс «Команда Абхазии» – это возможность помочь ученым развить эти качества и стать эффективными лидерами. Конкурс позволяет выявить тех, кто обладает потенциалом для совмещения научной и управленческой деятельности и помочь им раскрыть этот потенциал. Из 100 финалистов конкурса команда Абхазии выявит только 20 победителей, которые пройдут образовательную программу на базе мастерской управления СЭНЖ Иран Хиггс. Бадр Гумбасова подчеркнул о необходимости дальнейшей поддержки не только финалистов, но и активных и талантливых участников конкурса. Мы наверняка создадим программу президентских грантов, чтобы они были сопричастны к тому, что происходит в нашей стране. Мы должны держать этих людей близко к себе, чтобы они чувствовали свою сопричастность и при этом они росли профессионально. В этом смысле я призываю коллеги именно по направлениям поддержать, придать акцент нашей деятельности не только на победителях конкурса, а на тех, кто активно принял участие, чтобы они смогли себя реализовать. Я надеюсь, что помимо программы президентских грантов, мы сформулируем политику в области молодежной политики, и которую мы обязательно должны начать реализовывать. Это серьезная программа, которая будет подкреплена и финансово. Прием заявок на участие в конкурсе кадрового резерва команда Абхазии продлится до 21 марта. Алька Трапшрамукамке, Абхазское телевидение.